Временно исполняющий обязанности главы погружается в кадровую проблему медицины. Средства массовой информации Гапликову в этом активно помогают. Фотографии до крайности запущенной квартиры, которая была предложена главврачу детской поликлиники в Иркуте, не остались незамеченными. Руководитель региона поручил в кратчайшие сроки представить другие варианты. Буквально на днях мы говорили, что решение кадровой проблемы в медицине должно начинаться с создания условий проживания для врачей, независимо от того, село это или город. Надеюсь, что Воркута сможет исправить ситуацию максимально быстро. Конец цитаты. Напомню, что сейчас укомплектованность врачебными кадрами в Коми чуть выше 50%. Острый дефицит специалистов не только в Воркуте, но и в Печоре-Ухте, в Уктыльском и Троицко-Печорском районах. В Троицко-Печорске, казалось бы, нашли решение проблемы. 2 доктора с Украины, гинеколог и стоматолог, готовы днями и ночами трудиться в местной центральной больнице. Но не позволяют действующие законы. В ситуации разбиралась Виктория Палкина. Кадровый дефицит для Троицко-Печорска сегодня настоящая беда. Укомплектованность врачами в центральной районной больнице всего 42%. Нет хирурга, реаниматолога, не хватает врачей скорой помощи и педиатров. Эта проблема у нас стоит уже не 1 год. Жители района волнует здоровье детей и много обращений по этому вопросу. На 4 участка у нас на сегодня 1 педиатр. Это, конечно, недостаточно. Есть у нас главный педиатр районный, но у нее есть другие задачи. А пока непосредственно с детьми занимается 1 педиатр. Руководство Троицко-Печорской ЦРБ этого самого единственного педиатра пригласило аж из Кировской области. Сейчас гости из Вятки обживаются и втягиваются в напряженный лечебный процесс. Между тем, по словам родителей, если дело касается узких исследований, до сих пор приходится выезжать в крупные города региона. Мы ездим в Сыктывкар, далеко, в Ухту. И у нас никакого здесь нету. Даже эти снимки сделать, эти всякие, что нам положено. Впрочем, такой разъездной способ лечения сегодня доля всех родителей любого отдаленного муниципалитета. Возмущение мам и пап понять можно. Дети сложно переносят дорожные тяготы. А взрослые пациенты все той же Троицко-Печорской больницы, похоже, к постоянным выездам в Ухту уже привыкли. Любовь Малина – диабетик со стажем. Жить с этим диагнозом женщина научилась. Вот только бороться с недугом в родном поселке ей не с руки. У меня диабет, надо ехать в Ухту. Это платить надо за дорогу туда-обратно. Плюс... и где-то день болтаться. Я бы здесь заплатила даже за это, чтобы здесь взяли эти анализы. Не одна я. Но говорят же, нет худа без добра. Не так давно Троицко-Печорской больнице нечаянно улыбнулась удача. Из Донецкой области Украины, из Мариуполя, в Троицко-Печорск приехала медицинская семья. Акушер-гинеколог родом отсюда перебралась к отцу, подальше от войны. Забрала с собой дочь, по образованию та стоматолог. Вопрос с жильем не встал. У семьи в Троицко-Печорске благоустроенная квартира. Поэтому и вопроса с выбором места, куда из Мариуполя бежать, тоже. Медики надеялись устроиться здесь на работу, зная, что в местной больнице не хватает врачей. Не тут-то было. Оказалось, представители иностранного государства так просто в нашу медицину не берут. Получение разрешения на проживание в стране – полдела. Главное – подтвердить специальное образование. Процедура эта сложная, еще и не бесплатная. По нашей информации, такой экзамен может стоить около 200 тысяч рублей. Сумма для украинской семьи оказалась неподъемная. Та обратилась за помощью к главному врачу Троицко-Печорской ЦРБ, а он, в свою очередь, напрямую к министру здравоохранения Коми. После сдачи специализированного экзамена и подтверждения всех документов в течение 3 дней выдается разрешение на оказание медицинской помощи в Российской Федерации на работу в медицинских учреждениях. Такой путь должен пройти гражданин Украины. Но, к сожалению, это так. В настоящее время финансово мы, конечно, никак помочь не можем. Лечебное учреждение не имеет права оказывать данную помощь, потому что это будет нецелевое использование средств. Казалось бы, в этом случае должны подключиться троицко-печорские власти. Кто, как не они, заинтересованы в решении кадровой проблемы. К примеру, договориться с местными предпринимателями, чтобы те оказали финансовую помощь будущим медицинским кадрам. К тому же на этой неделе чиновники с бизнес-сообществом уже обсудили проект создания Совета руководителей предприятий района. Есть даже заинтересованные в улучшении развития не только района, не только своих производств, но и вообще
с привлечением сюда инвестиций, я думаю, что что-то получится. Снятие социальной напряженности хотя бы в вопросе с укомплектованностью больницы врачами могло бы стать первой реальной задачей для нового совета. И если результаты такой совместной работы чиновников и бизнесменов стали бы осязаемы, пример непростой Троицко-Печорской истории стал бы показательным. Между тем, сами украинские врачи разрешения этой ситуации ждут в Мариуполе, оформляя последние документы. Виктория Палкина, Олег Жуковский, Вячеслав Беспалов о первых итогах пока неэнергичных движений в сложном кадровом вопросе.